Речь пойдет о заключительном хоре. Я прошу вас не понимать заключительный хор как вообще самую последнюю часть произведения, потому что никто не сказал, что произведение же вообще хоровым пением кончается, там может быть другая музыка, но это последний хор. Это гениальная музыка, и звучит она тогда, ну если вы смотрели какие-то картины или читали Евангелие, вот, или если вы смотрели видео или кинокартину, после того, как 3 дня Иисус пробыл в погребальной пещере, Он возродился и вознесся на небо к своему Отцу. Так вот, вот этот самый светлый миг всех страстей, Он освободился от земных страданий, Он исполнил свой долг, Он возвращается домой. Место удивительное, вот почему. Музыка, где Бах потрясающе читает, с одной стороны радость, а с другой стороны грусть. Это бывает с нами, когда наши друзья уезжают туда, куда мы читали. Мы за них радуемся, и мы грустим, что они оставляют нас, что мы без них остаемся. Вот в этой музыке также. Поэтому любопытно, что хотя формальная тональность этого произведения ми бемоль мажор, на самом деле она постоянно меняется. Ми бемоль мажор и параллельный до минор. И вот так много раз. Музыка удивительной, удивительной нежности. О, Боже мой. Так. У вас с собой, да? Позвольте, чтобы не идти за партитурой. Вот, спасибо, Самсон, за подарок. Так. Генри. Да, здесь есть приложение, ну и слава Богу. 197. Самсон. О, Боже мой. Месса. Так, вот. Ария, да? Не понял. Я обращаю внимание еще на одно обстоятельство. Чтобы передать для нас, слушателей, то, что это чувство и печаль, и радость, которой хватило всех людей, в этом месте Иоганн Себастьян Бах поручает исполнение не одному хору и одному оркестру, а целым 2 хорам. И очень огромной массы, весь народ переживает это чувство всех людей земных. А теперь покажу начало. Сейчас я вам сыграю. Потом выступает хор, и он говорит то, что вы слышали. Потому что уже тогда возник обычай. Вся мелодия, или большая часть мелодии, или половина мелодии, которая исполняется голосом, мы начали чуть у инструмента или у ансамбля. Написано это завершение в тогдашней 3-частной форме, в середине будет развитие, и потом опять вернется это красивое. Если у вас в приложении, то вот откройте 19 номер, простите. Да, номер-то 78, а как же здесь-то? 261 страница. Правда, они у вас могут быть разными, зависимо от издания. Итак, заключительная хоровая песня страстей по Матфею. 1727 год. Видите, как много этой музыки уже. Еще каких-то 18 лет и будет 300 лет.
И она по-прежнему сбивает, трогает сердца, изумляет, как знакомюсь с музыкой Себастьяна Баха, так и открываю. Иностранная музыка, Германия, Иоганн Себастьян Бах. О, другой живот. Так, страсти, страсти. Странные дела. Ладно. Долго проигрывать, все нравится. Извините, попал нечаянно на арию, сам виноват. Я же просил его хор, что я там такое пью. Представьте, такая музыка создавалась, а тогда ее не слышали. Потому что, напомню, было исполнено публично при жизни Иоганна Себастьяна всего лишь несколько отрывков, а там около сотни. И такое бывает. И не надо думать, что это было только в прошлом. Это есть и будет, потому что мир, люди относятся по-разному к новой музыке. Причин для этого много. Кроме того, мы с вами вообще в целом консервативны. И как люди, и как музыканты. Это, наверное, неизбежно. Так, а теперь мы переходим к другому знаменитому произведению Иоганна Себастьяна Баха, его высокой мессе. Hochmesse по-английски, простите, по-немецки. Иногда некоторые называют ее в быту музыканты месса семинор. Почему? Все просто. Это тональность, в которой месса написано. Но вообще-то сам Себастьян Бах назвал очень высокое месса. У многих месс есть названия. Не у Себастьяна Баха, у авторов, живших, работавших до него. Эти названия связаны иногда с напилами, которые в мессах использовались.
А Бах дал название образное, аллегорическое, высокое значение духа. Я напомню, что Себастьян Бах не должен был писать мессы, потому что Себастьян Бах протестант. Месса – жанр католическая музыка. Написал он ее для того, чтобы снискать благосклонность саксонского короля и получить должность придворного композитора. Зачем была нужна должность? Нет, не за денег, за нее вообще не платили денег. А для почета, для другого уважительного к нему отношения, потому что в школе, где он работал при Томаскирхе, у него начались конфликты с начальником. И он полагал, что должность королевского композитора оградит его от нападок. Поэтому протестант Бах написал мессу, в случае неслыханно. И это оказалось самое великое месса всех времен народа. Итак, господа, что такое месса? Это музыка католического богослужения. Самого главного богослужения, основного. Так вот, как у православных есть литургия, так у католиков есть месса. Месс много. Повседневные, праздничные, утренние, дневные, вечерние, заупокойные. Все это мессы. Месса произведение очень большое. Многочастное. Или, говоря другим языком, циклическое. Есть два вида месс. Месса маленькая, месса бревис. В ней только две части. И месса полная. В ней всегда 5 частей, запомните. 5. И это продолжается уже более 700 лет. Вот, кстати, сколько осталось? Ну, осталось каких-то 23 года. Через 23 года будет 700 лет. Что придумал ее Гийом де Машов в XIV веке, давно, как вы видите. Слово «месса» происходит от латинского «митта», что означает «идите». Странное выражение, да? А все просто. Когда первые христиане собирались на свои тайные собрания, там были и новообращенные, и старые члены общины, то когда наступал момент, в котором могли участие принимать только уже опытные, испытанные члены общины христианские, остальные говорили «идите». Служба закончена для вас. Здесь только свои, как говорится, старички. Так вот, так слово осталось. Ите, мите, месса, эст, так вам изучал все вместе, простите. Слово осталось. Теперь. Себастьян Бах написал мессу, но, и вы слышали про ораторию, про страсть Монтье, огромная. Понимаете, Себастьяну Баху было мало 5 частей. Ну что это 5 частей? Он привык к великим произведениям. У него в кантатах больше частей. Поэтому Себастьян Бах, не нарушив порядка, обошел его. Сделал очень просто. Формально частей у него ровно 5. Я назову сейчас эти имена частей. Но в каждой части по 3, 4, 5 номеров. И получилось реально не 5, а 24 номера в этой мессе. А формально 5 частей. Потому что он очень много хотел выразить. Теперь, что значит выразить? 24. 24, совершенно верно. Музыка это ведь духовная, правильно? Только тогда, опять же, она в храме так и не исполнялась. Она слишком огромная для храма. Понимаете, и размер этой мессы колоссальный. Никто такого размера месс до Себастьяна Баха не писал. Но самое важное другое. Вы помните, я вам говорил, что Себастьян Бах, когда писал оратории духовные и светские, кантаты духовные и светские, он выражался одним языком. То есть благородство, возвышенность, глубина возникали и в светских ораториях, а яркость красок, живость, непосредственность возникали и в духовных кантатах. То есть он привнес в духовную музыку то богатство приемов, чувств, переживаний, которые в светской музыке не убыли, и другие композиторы. Вот это было необычным, и с точки зрения церкви это казалось неправильным. Поэтому еще на эту мессу смотрели косо. Неправильное место. Не по закону. Если вы послушали бы мессы XIV века, 15, 16, в том числе великие мессы Палестрина, итальянского классика эпохи Возрождения, вы бы поняли, в чем дело. Там всегда музыка сдержанная, спокойная, красивая, величавая, но всегда сдержанная.
никаких страстей, никаких страданий. У Баха очень яркие, сильные чувства, сильные контрасты. Как будто бы Бах говорит не о Боге, не о священной книге, а говорит о чувствах, переживаниях нас, реальных, сидящих здесь людей. Теперь запомните, в отличие от страстей, в отличие от любой оратории, месса не имеет никакого сюжета, никаких героев, никакой истории. Потому что месса сочиняется уже почти 700 лет на текст латинских молитв, одних и тех же, звучащих в одном и том же порядке. Можете себе представить? Представьте, вы композитор. Вам заказали мессу, или вы решили сами писать, это не важно. И вот вы пишете музыку на текст, на который писали тысячи композиторов почти 700 лет. На текст один и тот же, в котором нельзя не сбить ни слова и ни порядок текста. И текста вообще-то маловато. И при всем при этом композитор умудряется до сих пор писать и писать новые мессы, находить новый язык, новые ноты. Хотя казалось бы невозможно. Это поражает. Так вот, ну а теперь пора назвать порядок частей мессы. Итак, какие же части входят в мессу? Часть первая. Кирие элейсон. Кирие элейсон. Если кто знает латынь, тот удивится. На латинский язык не похоже. Да, это греческие слова, это греческое название. Первая молитва произносится по-гречески. И означает в переводе «Господи помилуй». Вторая часть. Глория. Кто не слышал это имя? Не слышал, понятно. Ну ладно. Означает слава. Есть такое женское имя. Слава. Третья часть. Кредо. Любимое выражение наших политиков, журналистов и режиссеров. Мое творческое кредо, мое политическое кредо. Вот, а вообще это означает всего-навсего верую. Потому что в переводе эти латинские слова звучат так. Я верую в единого Бога. Так вот, кредо верую. Потом, четвертая часть. Санктус. Вы знаете, как полностью название Петербурга? Кто-то слышал? Понятно. Бедный вы бедный. Санкт-Петербург. Святой. Поэтому Санкт означает свят. 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 От слова святый. Да, это первое слово по-русски будет святый Боже. То есть Санктус. И последняя часть. Агнус Деи. Агнус Деи. Агнус означает агнец, то есть овечка по-русски, по-простонародному. А Деи означает Бог, то есть буквально овечка Божия. Напомню, овечка Божия это вообще-то Иисус. Ну, когда-то, конечно, Авраам, который хотел сына заколоть во славу Божию, а потом сам Иисус, которого Отец принес жертву ради нас с вами неразумных. Вот 5 частей. И никто никогда не имел права и никогда не изменял порядок читания частей за ближайшие почти 700 лет. Это святое. Итак, заметьте, только молитвы, только латинский текст, который уже и тогда был понятен только немногим образованным людям. Молитвы очень маленькие. Спрашивается, с чего же делать музыку? Что вдохновить-то? Ну, конечно, вдохновляет вера людей. И еще, дело не только в вере, а вот в чем. Сейчас вы будете слушать. Вы теперь знаете название частей. Вы даже знаете перевод первых слов, по крайней мере. Верно? Вы заметите, как мало слов. И вы поймете, что в этом жанре главное чувство, главная мысль выражает не текст, тем более, что это не поэзия, а проза, а выражает музыка. И текст можно отбросить. Тем более, что латыни мы не знаем, и когда мы слышим распевы, мы не понимаем ее. Итак, значит, я повторю, в каждую часть Василий Бах вкладывает еще по 2-3 номера. Получается вместе 24. Что из этого? А вот и первое отличие, господа. Между частями возникают контрасты. Но вообще-то в музыке дело обычное, нас не удивишь это. Верно, но в музыке светская. А это духовная музыка, и главный жанр католического служения. Никаких контрастов. Ничто не должно взволновать сердце, быть спокойным, ровным. Тут контрасты. Вот в этом приколе. Это сильно действующее средство. Контрасты радости, печали, восторга, скорби, движения и созерцания. Потом, это не все. Сотни лет мессы писали только для хоров. Вообще, когда-то месса звучало только в хорах. Потом к ней приладили орган,
Потом мессы с 17 веков с ансамблем оркестром. Себастьян Бах вставляет в мессы дуэты, то есть ансамблевые номера, вставляет сольные номера, арии, то, что было в оратории, в кантатах. Этим тоже превращает жанр во все более мирской, во все более светский. Это было тоже необычно. Так вот, повторяю, возникают контрасты, настроение характеров, то есть образно, эмоционально. Контрасты исполнительских средств. Здесь хор, а здесь солист. Здесь хор, а здесь ансамбль, дуэт. Дальше контрасты вот чуть чего. Есть номера гомофоно-гармонические по своему складу, а есть номера полифонические. Я уже не говорю о контрастах, как говорят музыканты, средств музыкальной выразительности. Один номер громкий, другой тихий. Один маленький, другой вот такой. У одного в сопровождении звучат только струнные инструменты, а у другого и духовые, например, ударные. Один минорном ладу, другой мажорном. Так вот, небывалые контрасты. Итак, часть первая. Кири Эллисон. Господи помилуй, Иисус помилуй. А теперь представьте, господа, я произнес 4 слова по-русски. Ну, по-гречески. Кири Эллисон, Христос Эллисон. Что из этого? А то, что вот из этих 4 слов состоит вся первая часть. Это вся молитва, больше ничего не будет. А длится эта часть почти 10 минут. Подумайте, сколько должно прозвучать повторов слов, чтобы 10 минут музыки было сумасшедшее количество. Конечно, Бах не повторяет слова. Вернее, он и повторяет, но главное не это. Он растягивает слова таким образом. Так в народных песнях бывает. Когда один слог распевается на много звуков. В русской народной песне это называется распевы. В западной музыке называется юбиляции. Вот представьте, вы распеваете слово «кушать». И слог «ша» распеваете уже на 15-й звук. Так уже все вы сами давно забыли, какое слово распеваете. То есть слово и слог, как его часть, превращается лишь в звуковую фонему для распева, в повод для пения, а смысл уже по сути утрачивается. Вот так Бах из такого скромненького текста, из 4 слов делает огромную монументальную композицию. Конечно, ведущие чувства здесь грусти, печали, спокойной, сосредоточенной, светлой лирики, философского размышления. Но здесь есть музыка и радостная, только радость сдержанная, это же место. Я говорю в целом о этих страстях, простите, об этом месте оговорился. Бах в это произведение вкладывает приемы, которые обычно используют в музыке оркестровой, в музыке оратории и даже оперы. Какие? Это постепенное усиление напряжения от начала к концу мест и усиление контрастов. То есть чем дальше от начала, тем больше между номерами контрастов, тем более они друг на друга не похожи. И вот самое напряженное место – это чередование номера 16 и номера 17. Номер 16 самый мрачный, самый скорбный, самый отчаянный номер. Мрачнее музыки не бывает, как говорится. А после этого самая радостная, самая светлая, восторженная музыка, номер 17. Вот такое ощущение, что вас вначале в ледяную воду погрузили, вот уже вот замерзнете, потом вытащили сразу под горячий душ. Все, спас, жив, все прекрасно. Но благодаря вот этим контрастам забываешь, что в этой музыке нет сюжета. Возникает такое ощущение, что тебе рассказывают чью-то историю, мук и спасения, страдания и радость. Ну а теперь начало. Итак, высокая месса Иоганна Себастьяна Баха. Кстати, должность он получил королевскую композитора. И она действительно ему помогала, когда на него подали. Я королевский композитор. Отстаньте от меня. Отставали. На его счастье. Так, о боже мой, это что за файл это дело? Ну ладно. Итак, номер 1. Кирия Эллисон. Господи помилуй. Да, так говорит старик.
маленькое примечание. Вот если не знать, что это место, не сказали, включите музыку. Более-менее опытный слушатель по вот этому дуракизму, по взволнованности, по значительности, подумает, что речь пойдет об оратории, где нам сказать какое-то важное, великое, может быть, страшное, ужасное событие. Это не местная музыка, не местцевая, это совершенно это реальная музыка. Такой мог бы и Гендер ставить в начале. Кроме того, это вступление в первую номер. И вступление необычное. Традиционно у всех вступления оркестровые, как вы слышите. Здесь хор-оркестр, короткие слова, а потом начинается основное. Себастьян Бах гениальный полифонист. В музыке хоровой, в музыке клавирной, в музыке органной, в музыке оркестровой. Поэтому, когда ему нужно выразить наиболее важную мысль, значительную, глубокую мысль, он использует полифонию. Раз. Но он использует полифонические формы. Господа, самая сложная, главная полифоническая форма, она всем известна здесь, это фуга. Вот почему после этого гомофонного вступления, когда мощный аккорд, хора оркестра, он начинает фугу. И фугу вначале излагает у оркестра, и лишь потом она берет в исполнение хора. И вот когда фуга начинает звучать, появляется тональность си минор. Запомните си минор. Запомнить нужно вот почему. Именно Себастьян Бах, именно в этом произведении сделал для нас всех на ближайшие 270 лет после его написания тональность си минор самая мрачная тональность мировой музыки. С тех пор называют черной тональностью. Вот. И очень редко трогают другие музыканты, вернее, для других целей. Вот когда хочешь передать мрак, отчаяние, страдания, вот тогда бери си минор. Для других целей тональность почти не использует, потому что Бах показал. Эта тональность наилучшая для передачи горя и скорби. И не подходит для других переживаний и чувств. С тех пор тональность си минор стала называться черная тональность. И вот когда будете потом играть в музыку других композиторов, слушать песни, обратите внимание, си минор встречается крайне редко. Как говорит пословица, в доме повешенного о веревке не говорят. Так си минор. Итак, вступление. Чтобы обратить внимание на некоторые ее особенности. Они здесь есть важные. Тема эта развертывается. Представь себе некий маятник, который качается вначале потихоньку. Вот такой амплитуда. Так. И постепенно все больше. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так строится тема. Вначале звук си, он повторяется. Раз, два, три. Потом нота сверху соседняя до, нота снизу ля. Нота сверху ре, нота снизу соль. И она все более раздвигается до колоссальных масштабов. Так, необычное сейчас научу. Господи. Гамбург. Так, вот сюда стандарт. Четвертое. Так, орган. Ясно. Так. Фантазия, фуга. Страсти. Так, страсти я сейчас место нашел. Итак, слушайте эту тему. Маленькие фуги вы играли, наверное. Вы знаете, что фуга всегда тема излагается одноголосно. Здесь сама тема излагается многоголосно, в гомофонно-гармоническом складе. И она уже обогащена, украшена аккордами, красивыми движениями. В этом тоже необычность. И чем дальше, тем больше он делается величавый, грандиозный, колоссальный. Излагает оркестр, потом вступает хор, один голос, другой голос, третий голос, четвертый голос.
все мощнее. Вот это одна из самых грандиозных и величавых фуг мировой музыки. Ну а теперь послушаем. Итак, после вступления в первой части Кири Эллисон звучит основной содержание части фуга, вокально-инструментальная. Вот эта тема. Тема фуги первой части Кири Эллисон. Еще заметьте, в этой части оркестровой не только излагается тема фуги, а она же развивается. И музыка делается постепенно печальной, грустной, задумчивой. Обратите внимание, как часто он использует не только струны, но и элементов инструментов. Гобой весь пирожок. Подчеркиваю это потому, что эти инструменты и звучание их тембра всегда придают музыке печали русского выражения. Гобой и пирожок. А сейчас вступит хор. И он будет излагать эти темы. И оркестр будет делать одновременно с ним. Возникает диалог хора-оркестра. У каждого явка. Так вот, один номер в этой месте, первый, длится 12 минут 10 секунд. Чтобы получать ценение, у других композиторов это полмесяца. У него только один из 23 лет. То есть масштабы колоссальные просто. Я должен вас отметить. Так, Валерия здесь? Нету. Анна Кириленко. Здесь. Так, Алена Удот. Здесь. Юлия Армеец. Нет. Жанна Скребыкина. Здесь. Так. Наталья Фисенко. Нет. Массово пойдешь, что? Серебрит на ползу, да. Так, Анна Большакова. Здесь. Так, понятно. Я одну, но с другой придумал. На Анну Кириленко, потому что она Большакова, а на Большакова, что она Кириленко. Понятно. Так, Евгения. Простите, Евгения. Дуяра Анофриева. Нет. Итак, господа, прочитайте то, что написано в вашем учебнике о страстях. У нас впереди еще органное творчество, клавирное творчество, оркестровое. Очень много музыки. Напоминаю, творчество Иоганна Себастьяна Баха – это самая главная тема семестра, самая большая. И по ней потом будет отдельно аудиотест. Так что заранее готовьтесь. И чтобы не наступить на грабли, если чего не нашли, заранее сообщите мне, чего нет. Потому что с чем это можно сравнить?
Ну, представьте, пришли вы на регистрацию, собирались полететь куда-то. И вы знаете, что у вас билет не на этот день и не на этот рейс, в другой город. Так вот уже при регистрации сообщайте служащим компании. А что мне делать? Уже поздно, вас уже не бросали. Надо заранее делать. Так, теперь. Сейчас, минуточку. Да, вот. Анна Кириленко. Я проверил вашу работу. 2 номера по половинке вы угадали. Вы угадали имя автора. Потому что все гендер, кроме первого номера ТВ. И еще угадали Ари Самсон. Ваша ошибка. Боюсь, что не только ваша. Звучала клавирная музыка. Последние 4 отрывка, кто помнит. Так вот. А вы пишете гендер, музыка на воде, музыка леса, музыка фейерверка. А это ведь оркестровое произведение, господа. Это-то как можно быть. Я понимаю, может быть, произведение, естественно. Одну сторону с другой. Но когда звучит, например, оркестровое, оно пишет прямо, и наоборот, это уже непонятно. Таких ошибок больше не допускайте. Вы хорошо должны знать, где. Еще ошибка. Вот, к примеру, Гендель, ария Самсона. Ответ непрофессиональный, объясню почему. Гендель, оратория Самсон. Раз. Потому что ария самостоятельно нет отдельно, она не валяется на дороге. Значит. И кроме того, в оратории Самсона, закройте дверь. Там ведь много арий и у Самсона, и у Михи. Так. У его отца Мануа, и у Далилы. Поэтому не указать номер арии. Сложно пригласить тебя в гости подругу. Значит, приходи ко мне куда. Да вот приходи на улицу и дом. В общем, приходи. Вот так указать. Поэтому всегда название целиком произведения этого отрывка, если их много, обязательно номер запомните. Это профессиональный ответ. Так, на сегодня все. До встречи в понедельник.